Как привлечь молодежь на выборы? Этим вопросом озаботились на круглом столе с участием депутатов и общественников на базе регионального отделения единороссов. По словам модераторов встречи, именно молодым завтра рулить страной, а непосредственно влияют на жизнь те, кто старше 50, через выборы, как самая активная категория избирателей. В последнее время столько было принято решений, они очень разные, но суть этих решений заключалась, вот если взять так в сухом остатке, да, первое, чтобы было максимально прозрачно, все, раз. Второе, чтобы было максимально, потому что, знаете, как можно, ведь, знаете, норму, можно сюда, исключить влияние, чтобы в соответствии с законом. И третья очень важная позиция, а прозрачно когда оно может быть? Не когда-нибудь ты там пишешь и так далее, а когда оно подконтрольно, чтобы еще было все максимально под общественным контролем. Поэтому возникает, я думаю, что же еще там не хватает. По словам молодых активистов, повышение активности молодежи требует ее систематического политического воспитания, начиная со школьной скамьи. То, какая возможность предоставляется молодежи, она не осознает. Воспитание будущего избирателя должно лечь на плечи педагогов. Появились нововведения и требования к педагогам, но по факту педагоги в нынешней системе образования они не дают должного воспитания. Уже с 5 класса, как бы я просто сам готовлю детей к ЕГЭ, занимаюсь вот, с ними дополнительно, остаюсь после уроков. Я понимаю то, что их задача сдать ЕГЭ, поступить, дальше еще что-то, у них какая-то навязанность стереотипов. Еще одно предложение – ввести предмет правоведения и экономика, который разовьет интерес детей к общественно-политической жизни страны. Активисты предложили пересмотреть и сам подход к выборам. Сейчас молодежь живет больше онлайн. Если бы была возможность проголосовать в интернете, явка была бы заметно выше.